Михаил Валерьевич, здравствуйте. Спасибо вам огромное, что вы нашли сегодня время. Сразу хочу объяснить зрителю, что мы находимся в музее Великой Отечественной войны, в обновленном музее. Как раз о участниках этой войны пойдет сегодня речь. Мы знаем, что были рассекречены некоторые данные из сайта «Память народа». Расскажите, что это были за данные, все ли данные были рассекречены и для чего это нужно? В 2006 году первый министр обороны Гражданский дал приказ рассекретить потери советской армии во Второй мировой войне. И вот почему мы с тех пор получили возможность узнать хотя бы о судьбе, скажем так, 70% тех, кто не вернулся тогда с войны. У нас по Татарстану пропавших без вести, правда, до сих пор 173 тысячи, но хотя бы каждого пятого из них сейчас уже реально вернуть доброе имя, скажем так. И вот эти сведения рассекречены только на сайте «Память народа». Я знаю, что у вас есть идея создать рабочие группы в районах республики. Расскажите, для чего нужны эти рабочие группы, какая перед ними будет стоять задача? Дело в том, что вот именно к 75-летию Победы и к 100-летию республики президент нашей республики Минниханов пошел к нам навстречу. Ассоциация «Клуб воинской славы» получила специальный грант на розыск пропавших без вести по сайтам. И вот сейчас я уже могу доложить, что за последние 3 месяца наша рабочая группа уже нашла более 12 тысяч наших земляков, которые считались пропавшими без вести. Мы сейчас пытаемся создать такие инициативные группы в каждом районе муниципальном. И мы уже передали в 15 районов такие полные списки найденных или каких-то там погибших. Но есть еще очень много районов, которые не вышли с нами на связь, а списки-то есть. Надо искать, пока не поздно. Расскажите, пожалуйста, какие способы коммуникации есть с родственниками без вести пропавших? Да, кроме телевидения и прессы, конечно же, прежде всего надежда на священников в церквях и в мечетях. Потому что если они прочитают хотя бы пофамильно вот этих найденных, то бабушкина почта распространит эту информацию хотя бы по деревням. Вот это очень важный канал. И, конечно же, само собой, мы обращаемся прежде всего к краеведам, к нашим национальным, так сказать. Поисковые отряды уже существуют, но они в основном занимаются военной археологией. А вот краеведы, волонтеры Победы есть у нас теперь, юная армия у нас теперь есть. Вот на них вся надежда. Спасибо большое, Михаил Валерьевич, за эту беседу. Спасибо, очень приятно было с вами пообщаться. Спасибо. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.